Главная тема этой недели – 5-й Восточный экономический форум, который сегодня стартовал во Владивостоке. В эти минуты там обсуждают новые возможности для сотрудничества между Дальним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Якутию представляет генеральный директор Корпорации развития республики Афанасий Савин. Как выстроить эффективное взаимодействие с иностранными провайдерами, потенциально заинтересованными в присутствии на территории Российской Федерации, узнаем из прямой трансляции мероприятия. Компания, которая поддерживает и стимулирует инвестиционную активность в регионе. То есть это представитель инвестиционной компании или представитель Института развития. Дальше у нас представитель Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Сергеевич Матенков. По большому счету представляет всех бизнес-потребителей, весь бизнес российский, который работает в Российской Федерации. Следующий у нас уважаемый участник дискуссии, господин Джао Лэй, представитель компании Huawei Technologies. Дальше представитель компании оператора и IT-интегратора, который представляет международную глобальную компанию Orange Business Services, господин Ричард Ван Вагенинген. Дальше у нас компания МТС, все знают, один из крупнейших операторов сотовой связи и в последнее время активно развивается в области облачного провайдинга. Шоржин Валерий Викторович. Следующий очень интересный участник, потому что представляют компанию, которая, возможно, покажется инородной в экосистеме рынка. Эта компания называется «Гипрогор Проект». Российский институт градостроительства и инвестиционного развития. Грудинин Михаил Юрьевич. И еще тоже интересная компания, которая по большому счету обеспечивает стройку, проектирование, все инженерные сервисы и системы. Компания InSystems. Вирцер Евгений Владимирович, генеральный директор компании. Вот такая у нас интересный состав. Представляет сегодня также, хотела бы извиниться от имени Министерства цифрового развития связи и коммуникаций. Должен был у нас участвовать замминистра Мамонов. Но, к сожалению, у него сейчас параллельно еще другие мероприятия, конфликт интересов, другие мероприятия, поэтому, к сожалению, он не смог сегодня присоединиться к нашей дискуссии. Но в любом случае у нас будет представитель Пинкомсвязи, и он от имени министерства, от имени регулятора также расскажет о том, что происходит сейчас в направлении развития инфраструктуры центров хранения и обработки данных. Я хотела бы очень коротко рассказать о нашем регламенте. У нас будет сегодня два небольших ключевых доклада. Один доклад от Министерства цифрового развития связи и коммуникаций. И также небольшой доклад от автономной некоммерческой организации «Координационный совет подсодом и волочных сервисов», который эту организацию буду представлять я сегодня, поэтому тоже выступлю с небольшим докладом. И после этого весь остаток дискуссии мы будем просто обсуждать насущие, актуальные вопросы, которые волнуют все компании, которые сегодня здесь представлены как в президиуме, так и в зале. Представляю слово приветственное и от лица Министерства цифрового развития связи и коммуникации Галюжину Алексею Юрьевичу. Алексей, да, добрый как день. раз представляет Департамент координации и реализации программ по цифровой экономике. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые гости. Сегодня на площадке форума, на самом деле, такой уникальный, мне кажется, день, не день, а вот это именно эта сессия, потому что мы впервые будем обсуждать вопросы, связанные с сотрудничеством российских и иностранных компаний в таком важном вопросе, как строительство и эксплуатация центров обработки данных на территории Российской Федерации. Цифровая экономика или экономика данных претендует сейчас на то, чтобы стать альтернативой сырьевой направленности экономики нашей страны. Представим себе, что данные становятся новой нефтью.
Нефтепровод, получается, превращается в широкополосные каналы связи. Буровые установки – это приборы и технологии, позволяющие собирать и передавать эти данные. Нефтезаводы превращаются в ЦОДы. А бензин заменяется качественной услугой для конечного пользователя, представляемой по результатам добычи, передачи, хранения и обработки данных. Получается, чем выше качество бензина, тем эффективнее работает двигатель. И чем выше качество услуг, получается, тем эффективнее работает экономика. Цифровые технологии повсеместно сейчас используются и очень сильно влияют на разные процессы эффективности, которые повышают эффективность понятной экономики, создаются новые рынки, новые бизнес-модели. Но при всем этом росте технологий экономика нуждается в очень надежной инфраструктуре. В первую очередь, конечно, центров обработки данных, по нашему мнению. Вот государственная политика сейчас выстраивается вокруг этого рынка и направлена на то, чтобы сократить как можно больше каких-то административных барьеров или технологических, стимулировать импортозамещение оборудования и программного обеспечения, обеспечить информационную безопасность и повысить в конечном счете конкурентоспособность российской компании на международном рынке. В настоящее время Минкомсвязью совместно с российским рынком центров обработки данных разрабатывается ряд мер, которые, по нашему мнению, могут стимулировать развитие этого рынка в России и привести к росту центров обработки данных и всего, что с этим связано. Минкомсвязь также видит потенциал, и это, в принципе, указано даже в наших программе «Цифровая экономика», в развитии международной кооперации государств и корпораций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совместное строительство центров обработки данных. Уже есть примеры, успешные кейсы, когда и иностранные компании, и российские компании совместно реализуют проекты. Ну, допустим, САП с Ростелекомом, или Huawei с сетью цодов 3Data, или Accelerate с китайским сервис-провайдером компании Tencent Cloud. Что касается стимулирования со стороны государства, мы видим, что при реализации национальной программы «Цифровая экономика» сейчас более 85 субъектов Российской Федерации будут подключено около 80 тысяч социальных объектов, что даст тоже толчок развитию центров обработки данных и услуг с этим связанных. Второе. Опять же, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» есть очень понятные механизмы, которые будут стимулировать спрос со стороны субъектов реального сектора экономики, конкретных предприятий, на внедрение технологий в свои производственные процессы, в бизнес-процессы. И государство будет помогать ресурсами, деньгами для реализации этих проектов. Таким образом, цифровая трансформация коснется промышленности, строительства, транспорта, городского хозяйства. И это позволит, мы понимаем, что это в конечном итоге увеличит количество тех данных, которые будут, нужно будет обрабатывать, хранить, передавать, и все, что с этим связано. Что касается выхода на международные рынки, в этом вопросе мы как раз возлагаем надежду на дальневосточный регион в первую очередь, потому что Дальний Восток – это динамично развивающийся регион, который играет значимую роль в решении экономических вопросов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно поэтому мы намерены поддерживать инвестиционные проекты по строительству ЦОДов на территории Дальнего Востока совместно с партнерами. И, конечно, ориентируемся на трансграничные компании и заказчиков из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня в ходе нашей дискуссии, которую мы тоже очень долго готовили и советовались, и работали с участниками, мы, как Минкомсвязь, надеемся услышать от партнеров и экспертов, рассматривают ли международные компании возможность использования инфраструктуры российских ЦОДов, операторов ЦОДов, есть ли заинтересованность совместных проектов по строительству ЦОДов на территории Дальнего Востока или в России в целом, и какие факторы и условия могут определять этот выбор. Передаю слово Татьяне. Очень хочется живой дискуссии и проблемных вопросов, которые мы должны сегодня тоже услышать. Спасибо. Спасибо, Алексей Юрьевич. Я немножко, наверное, представляя аналитическую консалтинговую компанию, которая оперирует цифрами, фактами, данными, наверное, сделаю некую вводную, в том числе от лица Координационный совет по ЦОДам и облачным сервисам, некую вводную перед нашей дискуссией, потому что перед тем, как дискутировать, наверное, хорошо бы понять в деталях, о чем мы с вами говорим. Сейчас рынок центра обработки хранения данных в России пережил достаточно серьезный этап своего развития и достиг определенных количественных и качественных характеристик, которые, с одной стороны, уже говорят о том, что рынок достаточно развит, с другой стороны, если мы сравнивать будем с международными рынками, то его объемы достаточно скромные по сравнению с рынком других стран. И главная причина в том, что Россия, несмотря на то, что есть у страны огромный потенциал, этот потенциал не реализован. И наша позиция или наше мнение отраслевого сообщества, что основная причина в том, что достаточно сильно развита модель потребления своими силами. То есть компании, корпорации строят свои собственные корпоративные ЦОДы и не хотят достаточно активно использовать коммерческую инфраструктуру центров хранения и обработки данных. Понятно, что сопоставимые расходы на строительство собственных ЦОДов и на приобретение инфраструктуры по сервисной модели, потребление как услуги. Но при этом все-таки мы должны говорить о повышении эффективности бизнеса за счет того, что мы не приглашаем, не делаем, не кладем у себя дома плитку сами, не клеим обои. Мы приглашаем профессиональных строителей, которые это делают более качественно, более эффективно, на другом уровне. Соответственно, мы эту аналогию можем привести, наверное, и на рынке коммерческих центров обработки и хранения данных. Мы считаем, что сейчас все-таки есть достаточно яркая тенденция, которая говорит о том, что нужно все-таки покупать услуги на коммерческом рынке и потреблять инфраструктуру или платформу на базе этой инфраструктуры в виде облачных сервисов. Какие же мы видим сдерживающие факторы? Во-первых, понятно, есть достаточно высокие риски неуправляемости, и не хотелось бы, наверное, об этом говорить, но сегодня уже Алексей Юрьевич озвучил о том, что приняты достаточно большие программы развития цифровой экономики в России. По нашим оценкам, порядка 20 миллиардов рублей ежегодно будет поступать на разработки различных информационно-сервисных систем, платформ для предоставления или для хранения государственных информационных систем. Под это нужны серьезные вычислительные ресурсы. И если государство, органы регионального, муниципального управления будут использовать и строить свою собственную инфраструктуру или пользоваться инфраструктурой, которая строилась, создавалась несколько лет назад, то в этом случае достаточно будут высоки риски получения органам государственной власти некачественной услуги или получения граждан или бизнеса некачественного сервиса в виде цифрового сервиса, государственной электронной государственной услуги.
И мы считаем, что обязательно нужна часть средств, которые будут инвестированы в рамках программ цифровой экономики, перенаправлять на коммерческий рынок. То есть мы не говорим, что нужно сокращать расходование, но мы говорим, что нужно подойти эффективно и очень умно к расходованию средств. То есть, с одной стороны, стимулировать развитие отрасли, подталкивать бизнес к оцифровке данных, организовать электронные каналы взаимодействия для того, чтобы, опять же, подталкивать бизнес к оцифровке бизнес-процессов. И мы, в принципе, видим, что меры такого мягкого стимулирования бизнеса к переходу на цифровой вид работают. Вы, наверное, помните, с 2014 года были приняты ряд постановлений об обязательной сдаче налоговой и другой отчетности в контролирующие органы в электронном виде. Вот с 2014 года уровень проникновения электронных систем документооборота выросли в организациях до 80%. То есть это, по большому счету, методы такого мягкого стимулирования, понуждения к тому, чтобы бизнес переводил все свои данные и бизнес-процессы в цифровой вид. В свою очередь, все это будет, конечно, подталкивать спрос на вычислительные ресурсы, спрос на инфраструктуру хранения и обработки данных, на облачные сервисы. И мы максимально поддерживаем все инициативы, которые сейчас идут от Минкомсвязи в части поддержки, стимулирования инвестиционной активности в области судостроительства. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда наблюдается определенный дефицит в определенных регионах в части инфраструктуры хранения и обработки данных. И основная причина – бизнес не очень, частный инвестор не очень охотно инвестирует в строительство ЦОДов. Это долгие, длинные деньги, это небольшой возврат инвестиций, длинный срок возврата инвестиций, достаточно низкая маржинальность инвестиционных проектов. Поэтому если не помогать инвесторам, не создавать условия, которые будут снижать административные барьеры, которые будут сокращать срок окупаемости инвестиций. Все эти меры могут привлечь в отрасль строительства очень много инвестиций, которые будут создавать профицит инфраструктуры и, в свою очередь, в том числе и снижать цены на услуги по хранению, обработке данных и облачные сервисы. И сегодня я призываю всех участников и нашего круглого стола, и тех, кто сидит в зале, слушает, высказать свое мнение, что еще нужно, что требуется для того, чтобы мы могли вырасти, российский рынок центров хранения и обработки данных мог вырасти в несколько раз за достаточно короткое время, чтобы стать более привлекательным для международных компаний, которые будут заходить, потреблять наши облачные сервисы, будут потреблять российскую инфраструктуру центров хранения и обработки данных и таким образом двигать цифровую экономику в Российской Федерации. С этими словами я предлагаю перейти к нашему уже обсуждению. У нас есть целый ряд вопросов, которые как раз критически важны для того, чтобы понять, какие же меры на выходе нужно принимать для того, чтобы сделать развитие отрасли более динамичным, более активным и реализовать цели, которые ставят в рамках государственной политики, в рамках государственных программ. Первое, наверное, те вызовы отрасли, которые сейчас у нас сталкиваются наши участники участники отрасли. Какие тенденции, я бы хотела спросить, какие тенденции наблюдаются на рынке, которые определяют ландшафт, которые должны определять государственную политику, которые должны определять какие-то действия со стороны участников рынка? Я бы, наверное, хотела попросить Сергея Сергеевича сразу открыть дискуссию с учетом того, что РСПП, наверное, видит, чувствует, общается со многими российскими бизнесами, и он, наверное, чувствует, что происходит, какие тенденции определяют. Спасибо большое, Татьяна. Уважаемые коллеги, добрый вечер или там доброе утро по Москве, то есть тут непонятно как.
Значит, что хотелось бы сказать? Хотелось бы пару ремарок дать к Татьяниному выступлению, очень важному и нужному. Значит, первое. В РСПП действительно мы активно занимаемся цифровой трансформацией, цифровизацией. У нас создан ряд комитетов, комиссий и координирующих центров даже по цифре. Ну, что мы замечаем, что мы, как российский бизнес, замечаем? Первое. Частный бизнес не нужно подталкивать к цифровизации. Это достаточно очевидный и достаточно необратимый процесс, в котором участвует российский бизнес. Все компании крупные и не очень, они заинтересованы в цифровизации, заинтересованы в хранении, обработке и работе с своими данными, с массивом данных. Почему? Ну, во-первых, это вопрос конкуренции, все очень просто. Бизнес очень прагматичен. И не нужно ему делать то, в чем он не заинтересован. В данном случае вопрос цифры, он жизненно важен и жизненно необходим. И чем больше ты цифрован, тем больше ты мобилен, тем лучше ты знаешь свои данные, тем больше ты умеешь с ними работать, тем выше твоя тем интереснее ты на рынке, тем ты конкурентоспособен. Вот буквально сегодня, вот час назад, РСПП подписала соглашение с компанией Hyundai Motor СНГ. И на встрече президента РСПП Александра Николаевича Шохина и президента Hyundai Motor СНГ вопрос цифровизации тоже поднимался. Казалось бы, автомобильная компания, да, где тут соды, большие данные и так далее. Тем не менее, компания Hyundai, она имеет завод в России и собирается там строить еще один завод. Даже 2 завода у них, Автотор есть и под Питером. Они думают о том, где им размещать свои данные, где им хранить данные. Задумываются даже автомобильные компании, задумываются о строительстве от сода. Я говорю, ребят, подождите, не торопитесь. Я думаю, что вопрос с содами, он будет решен. И нет смысла, так сказать, компании, которые занимаются автомобилями, наверное, не очень хорошо понимают в содах, да, строить свои соды. Но тем не менее, я думаю, что Российская Федерация может, или там компании, такие же глобальные большие компании, как там тот же Ростелеком, например, я думаю, уверен, сможет составить конкуренцию и построить достойный центр обработки данных. О чем еще хотелось бы сказать? В том, что бизнес – эта услуга крайне востребована и крайне заинтересована. И то, что рост данных с каждым годом растет лавинообразно, он даже там не в процентах, я думаю, там в десятках, может быть, сотни процентах происходит рост данных, которые требуется обрабатывать, хранить, которыми нужно управлять. Практически все компании, которые не IT-компании, все работают с такими проектами, как «Умный город», то есть где нужно, так сказать, огромный массив данных. Там, тот же, так сказать, там интернет, да, даже такой простой пример, как вот там бесплатный Wi-Fi в Москве там, или еще где-то, это тоже огромный массив данных, который тоже нужно хранить, обрабатывать там, и уметь им пользоваться. Приведу простой пример, который касается металлургии. Не буду называть имя компании, но, так сказать, сталелитейная компания «Лилисталь», да, казалось бы, достаточно старый и достаточно древний бизнес, казалось бы, очень понятный, и ничего нового тут изобрести нельзя. Тем не менее, задумались о сокращении своих издержек, задумались о сокращениях расходов, прежде всего, электроэнергии, поставили датчики на плавильную станцию, на стан плавильный. И что оказалось? Оказалось очень просто. Оказалось, что если раньше оператор выбирал, что непонятно было, сколько манипулятор захватил лома, какой там нужен катализатора, какая нужна температура печи. Если оцифровать этот процесс, то стало все понятно. И за год экономия составила миллионы долларов, больше $2 миллионов. Казалось бы, вот такой важный процесс, да, то есть, опять же, сталкивается с вопросом хранения, с вопросом управления этими данными. И практически весь крупный бизнес, он заинтересован в этом. И мы, конечно, хотим, и вот очень важно было услышать сегодня, мне кажется, наше родное министерство, Минцифраз, о том, что они, так сказать, тоже озабочены этой проблемой, тоже готовы рассматривать преференции для тех, кто собирается вкладываться в ЦОДы. Ведь если посмотреть на наших соседей, вот та же там, я не знаю, Эстония,
Это один из важнейших статей доходов. Ведь даже не только размещение там, нашей информации, да, имею в виду российской, ведь это же та услуга, которую абсолютно правильно ставит нам задачи министерства, это экспортная услуга, это то, что можно, так сказать, отдавать нашим соседям. Там, нашим соседним государствам, нашим соседним странам. То есть там тоже, та же Беларусь, она там активно ушла сейчас в криптовалюты, это тоже достаточно затратный процесс для размещения, то есть информации. Поэтому ну, российский бизнес, он ждет, российский бизнес готов, и мы очень рады тому, что министерство в этом нас поддерживает. Спасибо большое. Спасибо. А еще хотела также спросить про глобальные тенденции, тренды с позиции оператора связи. Может быть, Ричард, вы прокомментируете? Ну да, мы глобальный оператор. Да, офисы у нас в 166 стран в мире. Когда вот мы начали с облачного решения, у нас была немножко такая мечта. И не только у нас на самом деле, что вот мы строим вместе, кстати, партнер Huawei, 4 огромные вот, гиперклауды в мире, и все будем жить довольно. А потом началось. И не только в России, на самом деле. Все поняли, что сохранение персональных данных это очень важно. GDPR в Европе. Да? И из-за этого очень много иностранных компаний и в России, и кроме России, у меня тоже есть Ближний Восток, Африка и Турция, в много стран требуют, что персональные данных из граждан сохраняются вот локально в этом стране. И это разрухнуло этот модель да, гиперклауда. Второй мой тренд, что наша компания, именно Orange Business Services, мы занимаемся только B2B, крупный сегмент. Нет ни одного клиента, который использует только одно решение. Там всегда мультиклауд. Это может быть, вот наш коллега от МТС тут в России, какая-то маленькая часть там у нас Orange Россия, за границу Amazon, там еще Azure, Private Cloud. Да, то есть в России, кстати, мы тоже видим, самый крупный конкурент в России – это мозги у клиента. Что клиент сам это хочет делать, сам, да, и т.д. Я думаю, что на самом деле немножко помог, как ну, судить страна, кризис. Потому что когда у компании доходы в рублях да, и расходы, чтобы строить счет, особенно оборудование ну, в валюте, да, это economy of scale не получается. Только крупный оператор, крупный вот, там, игрок, тоже Accelerator, тоже наш партнер, конечно, это более эффективно строить огромный счет, да, и клиент возьмет маленький часть, чем каждый клиент сам строит. Другой фактор, который тоже, конечно, на все это влияет, это количество данных. Тоже по исследованию IDC, ну, ваш конкурент какой-то, да, считает, что вот там через 2 года 60% от всех данных это от бизнеса. Да, и как мой коллега тут говорил, что вот иметь данные сам по себе это не имеет значения. Надо понять, что с этим делать, как можно все это вот там вместе делать. И на самом деле по умный город, давайте честно, в мире нет умный город. Есть умная функция в городе, есть, может быть, умный район, а до сих пор, вот там крайне редко бывает, ну, мы сделали в Катаре, там у них деньги много есть. Ну, на самом деле, вот по сути, умный завод, умный город да, должен иметь один база данных. И все туда, что может внедрить и текущие функции, и будущее, и потом анализировать. Вот такой тренд. Спасибо большое. Вот мне хотелось бы еще обратиться к Михаилу Юрьевичу как градостроителю. Вот ЦОД и градостроители. Вот где тут связь? О чем мы можем говорить? Какая тенденция наблюдается, которая эту связь проявляет? Спасибо, Татьяна, спасибо, коллеги. Ну, на самом деле, это только на первый взгляд. Градостроительство, там, проектный институт не связан с цифровой экономикой. Вот мы находимся в ДВФУ, Дальневосточный университет, это наш проект. Он назывался ранее Summit АТЭС. И нужно было придумать проектное решение, которое трансформирует его в научно-образовательный комплекс. Значит, сейчас вторая стадия трансформации, переход в цифровой университет. Мы этот проект сейчас Миндальвосток развития предложили, и, соответственно, как бы, эта позиция, ну, как бы, один в один проектная. В компетенции, вот сейчас, ну, как это, Билл Гейтс говорил, если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе, да? Мы в этом году переходим 100% до последнего сотрудника на BIM-проектирование, то есть Build Information Model, и, соответственно, уже и правительство тоже реагирует, поручение президента с 1 июня текущего года главгосэкспертиза принимает проект-сметную документацию в BIM-стандарте.
Соответственно, после BIM, сумма домов не есть город, идет SIM, City Information Model. То есть, в принципе, согласен с коллегой, у нас цифровых городов сейчас нет, скажем так. Вот идея с цифровым районом очень интересна в том аспекте, что под содом мы сейчас менее 1% от мирового рынка содов, к 2024 году 5%. Если смотреть методом статистики, 42% в год надо расти, по экспертной позиции минимум 30%. 30%. Это очень большой, ну, в рамках нашего рынка, нашей экономики, нашего роста ВВП, все хорошо его знают, да, там, даст Бог там как бы за 1% вылезти. Значит, это очень серьезные цифры, очень серьезные данные. Мы пришли к такому пониманию по нашему, ну, у нас сейчас заказчик очень интересный. Иван, можно проект поставить? Ну, один слайд просто. Значит, это придумать проект, значит, такую создать экосистему, в рамках которой объединить три функции. То есть, ну, заказчик DataPro, Huawei очень серьезно работает с этим, один из крупнейших частных держателей ЦОДа. Нужно придумать было проект, в котором, ну, здесь дата-центры, 5 дата-центров по 5000 стоек, 25 тысяч стоек, в принципе, достаточно приличные, мягко говоря, по этой позиции. Значит, это проект 3 в 1. Первая функция – это место, где мы живем. То есть у нас 3 места, все вот здесь сидящие живут в 3 местах. Первое, где мы живем, второе, где мы работаем, третье, где мы отдыхаем. Вот этот проект 3 в 1, значит, здесь объединены ЦОДы, административно-офисное здание, резиденция, апарт-отель, значит, торгово-развлекательный центр. Вот этот вот коллайдер, значит, у нас там километровая беговая дорожка круглогодичная на 2-м уровне, то есть можно бегать там в наушниках, на гироскутере и так далее. Заскочил в свой офис, вниз у тебя фудкорт, здесь же фитнес, здесь же бассейн и так далее. То есть здесь же цифровой университет. Я сейчас не буду эту ситуацию проговаривать. Это все просчитано с точки зрения маркетинга, какой функционал здесь должен быть, просчитано через финансовую модель, какой NPV, ERR, внутренняя норма доходности проекта, Net Present Value. Не буду сейчас комментировать в эту ситуацию. То есть все это смоделировано, отработано, и в рамках Миндаль Восток развития рассматриваем позицию, каким образом это масштабировать на Дальний Восток. Ну, наша точка приземления – это остров Русский как вариант. А вообще такого рода IT-девелопмент, вот в сентябре, значит, будет представлена франшиза. Это создание ЦОДа, такой, как бы, знаете, как магазин у дома, да? То есть есть супермаркеты, есть магазины у дома. Пятерочка. Франшиза на 3 формата, 150 подобного рода центров по территории России. Наш прогноз 10-15, ну, на Дальний Восток придет. Значит, все по-разному. Вот сейчас там с Алексеем Самбуевичем Цеденовым переговоры провели, он дал конкретного исполнителя, ну, это Улан-Удэ. Не буду сейчас входить в детали, но суть одна, что на сегодняшний момент вот мы анализируем, ну, там, начиная там, от любимой Silicon Valley, то есть Силиконовая долина там, с Пало-Альто в центре Стэнфордского университета, почему там люди живут, за счет чего они там остаются, как сделать так, чтобы наши программисты, ну, как минимум сюда заехали перед тем, как поехать, значит, и как их удержать. У нас есть пирамида Маслоу, в рамках которой мы можем сделать самые лучшие ЦОДы, там сделать международный мультимодальный, значит, телекоммуникационный хаб, связывающий их, можем создать великолепные офисы, но программист приезжает из дома, в котором у него там, не знаю, там сосед может выпил, значит, или там ему там на улице там по морде дали. Я условно говорю, да, в этой ситуации это определенные как бы айтишники, люди, которые в цифровой экономике живут, это, ну, как бы экономика будущего, хотя она и настоящего. В ней сейчас и телекоммуникации, и государство, вот электронное правительство, умный город, это все оттуда, из этой ситуации, из этой оперы с цифровой экономики. Поэтому наша задача придумать и продумать такой, сейчас бенчмаркетинг мы делаем вот и с Huawei, и в Китае, и в Сингапуре, и в Японии. Эту практику мы закончим, мы сейчас на экологичность этот проект проверяем повсюду, вот и на полисе будем 26 числа в Казани, но не суть. РСП делали наши коллеги, кстати, тоже градостроители из Сингапура, Ли Тайкер, главный архитектор Сингапура. В этой ситуации очень важно понять вот это ДНК, значит, ДНК вот людей в цифровой экономике, этих компаний, в какой системе, в какой среде они могут жить, работать и создать им такую среду, в принципе, в которой у них появляется еще и синергетический эффект за счет, ну, понятно, как вот этого перекрестного. Мы сейчас составляем матрицу, те виды деятельности, которые влияют и дают синергию. 1 + 1 = 3. В общем, это очень интересный формат. Здесь у нас DataPro, MasterTel. Ну, не буду сейчас перечислять компании, с кем мы очень плотно в этой ситуации работаем. И я уверен, что вот это вот будущее, в принципе, которое, ну, мы это называем цифровой район, значит, Digital District, потому что, в принципе, на город это не тянет, хотя это, по сути, город в городе, потому что, в принципе, здесь 20 тысяч рабочих мест.
Ну вот в двух словах вот так, потом готов там докомментировать. Правильно понимаю, что ЦОД в этом случае выступает триггером вообще развития всего? Да, да, СОТ у нас триггер, Тайр 3, Тайр 4 у нас стандарт перехода, значит, это все сделанный коридор безопасности и сопряжение с СОДами галереи. Ну, то есть здесь все эти стандарты соблюдены. Это, по сути, как бы такого рода международный проект. Ну, как бы он российский проект, но понятно, что он рассчитан на делается по международной практике. И здесь я могу дальше говорить, как будет сертифицироваться офисное здание и так далее. То есть своя там цифровая сертификация будет. Digital Star, как вот гостиница 4-5 завез, а здесь будет отдельная сертификация на предмет интеграции офисного здания там, с облаками, с содами, с цифровой экономикой. Ну, это детали уже. Спасибо. Алексей Юрьевич, может быть, с позиции регулятора какие-то тенденции, да, прокомментируете, которые вы заметили? Раз. Понятно, мне кажется, всем очевидная тенденция, которую сейчас уже вы говорили, это о том, что локализация данных, персональных данных в первую очередь, все закрываются, все пытаются у себя их сохранить. Это тенденция, которая, ну, от нее никуда не уйти, это политическая тенденция, которая весь мир идет. Но в то же время есть и другие данные, которые производственные процессы сопровождают и так далее, которые не касаются персональных данных, и очень большое количество. Поэтому вижу тренд в том, что, вот как вы опять же говорили, 60% данных это компании, остальное там пользовательские какие-то истории. И если смотреть, допустим, на Россию, то по нашим оценкам там очень, ну, я не буду сейчас цифру называть, но цифровизированных реально компаний очень мало по-настоящему. И потенциал роста огромный. Поэтому мы, как министерство, тоже будем сейчас стимулировать цифровую трансформацию компаний, объяснять им, зачем и так далее, ставить как коэффициент полезного действия, как это мерить, мониторить. Потому что, ну, если посмотреть на российскую экономику и структуру компаний, то есть государственных компаний, компаний с госучастием, это огромное количество бизнеса, который, конечно же, если хочешь цифровизоваться, там, начни с себя. И вот мы должны это сделать. Спасибо большое. Евгений Владимирович, с точки зрения инжиниринговой компании, компания, которая позволяет проектировать, строить инфраструктуру, какие вы видите вызовы отраслевые, которые вы помогаете своим клиентам решать? Или наоборот, куда вы будете смотреть, как менять свой бизнес, подстраиваясь под тенденции и под эти отраслевые вызовы? Спасибо. Ну, мы на сегодня видим пока главную, скажем, проблему. Это то, что вы уже озвучили. Это очень большое количество корпоративных ЦОДов и преимущество корпоративных ЦОДов перед коммерческими. Примерно посчитал за последние 5 лет просто в стойках ЦОДы, которые мы построили, или там, к которым мы имели отношение, проектировали, строили, какой-то частью там участвовали, 6% стоек это были коммерческие дата-центры. Все остальное это в той или иной степени корпоративное. Был пример сегодня про автомобилистов. Но у меня есть примеры там еще более дикие, к сожалению. Там и сельскохозяйственные компании делают свои ЦОДы, то есть и даже не рассматривают, к сожалению, варианты с размещением. И у нас было несколько достаточно серьезных переговоров с разными регионами, где регионы были заинтересованы в строительстве региональных дата-центров, но и, там, готовы были достаточно серьезные делать со своей стороны шаги по строительству инфраструктуры, там, сети подводить и так далее. Но даже регион, даже администрация не готова была свои данные отдавать в этот СОД. То есть вот даже на таком уровне. И мне кажется, что пока мы вот здесь картину не перевернем, мы будем оставаться все в корпоративном сегменте, и развитие для коммерческих ЦОДов будет, ну, такое достаточно слабое. А учитывая еще все-таки, что у нас большее количество бизнеса, это так или иначе большие корпорации, вот, но вот, к сожалению, пока ход событий такой вот мы видим. Я, наверное, тоже проиллюстрирую цифрами. По коммерческому рынку порядка 40 тысяч стоек. Органы госуправления сейчас обслуживают порядка 14 тысяч стоек. То есть сравните, да, почти в 2 раза от коммерческого рынка. И все остальное – это коммерческие стойки, то есть более 80%
89% это коммерческие стойки. Вот это тот потенциал, который по большому счету нужно перенаправить на коммерческий рынок, но не для того, чтобы вырастить коммерческий рынок, а чтобы повысить эффективность бизнеса, экономику бизнеса российского. Хотела перейти к следующему вопросу. Цифровая экономика. Вот она развивается. И я хотела бы обратиться, наверное, к глобальному производителю телекоммуникационного оборудования, оборудования корпоративных сетей, систем хранения данных, то есть линейка облачный провайдер, как облачных сервисов. Как вы видите ситуацию? Спасибо за вопрос. Да, в последнее время нас лоббируют везде, мы много везде строим. Предыдущие спикеры, они говорили про цоды строим, которые в России, для чего строим и где строим. И как будем заниматься локализацией данных, я бы, как с точки зрения нашей компании, как ведущая, лидирующая производители, разработчики передовой технологии для связи, чуть лезу в данных именно. Всем известно, что цифровая технология уже стала частью многих отраслей. Мы считаем, что мы стоим на дороге к интеллектуальной эпохе. И где, конечно, рано-поздно. Рано-поздно мы считаем, все устройства будут соединены в единую сеть. Есть прогноз, что к 2000, ровно 5 лет, спустя 5 лет, к 2024 году количество российских данных составляет 5% от глобальных объемов. Я вам приведу, например, что такое 5% глобального объема. У всех есть понятие, что такое 1 мегабайт, 1 гигабайт. Не всех знают, что такое название, понятие 1 зигабайт. В России, которая занимается 5% от глобального, он составляется через 5 лет где-то в районе, по нашему прогнозу, 9,3 зигабайт. Что такое 9,3 зигабайт? Если еще население, 145 миллионов российского населения, в одно время начинается скачивать одной файлик, это займется 60 дней. Ничего не заниматься, чисто перед компьютером скачивать 60 дней. Если одиночком, один человек скачивать, это займет 25 миллионов лет. Через 5 лет в России. Сама производительность данных. Поэтому перед нами стоит вопрос, где мы будем хранить эти данные? Как мы будем монетизировать их для цифровой экономики в России? Еще поделюсь несколько цифр. Как мы ожидаем, что по нашему прогнозу через 5 лет в мире 100% предприятий начнется использование облачной технологии. И 10% из них внедряет AR и VR. Виртуальной реальности. Коэффициент использования данных предприятия составляет 86%. Это огромный поток данных нужно будет обрабатывать и транспортировать, как я только говорил. Все знают, что Россия самая большая страна. Это страна с обширной территорией, поэтому перед нами стоит задача создать такую сеть, которая может передать много данных с очень низкой задержкой. Мы должны ответить на вопрос, как быстро транспортировать данные на огромное расстояние и как эффективно их использование. Это наш основной вызов. Например, мы сейчас ведем дискуссию. Камера снимает, если там 4К камера. Для чтобы в Москву на прямой трансляции смотреть нашу дискуссию, сколько времени займется. Картинку зависается, не зависается. Это Дальний Восток и Москва. При такой расстоянии. Это вопрос нам надо решать. Пока так. Спасибо большое. Наверное, от вызовов нужно пойти к возможностям, потому что любой вызов, как стакан наполовину пуст или полон, мы говорим о возможностях. И в первую очередь, какие возможности открывает цифровая экономика на Дальнем Востоке. Наверное, я попрошу Афанасия Афанасьевича, как представителя Дальневосточного региона, рассказать о том, как они видят ситуацию. Спасибо, Татьяна. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы пару слов сперва рассказать о Якутии. Что сейчас Якутия, куда мы движемся. Собственно, наш регион – это первая экономика Дальнего Востока, самая крупная экономика Дальнего Востока.
Ну, как вы знаете, Якутия также является одним из таких российских сырьевых суперрегионов. У нас на самом деле добывается огромное количество разного сырья, и большая часть нашей экономики сегодня это добывающий сектор. При этом наша стратегия заключается в том, чтобы, правильно используя вот эти возможности, эти бенефиты, которые дает добывающий сектор, правильно их вкладывая, через 10-15 лет построить этот второй столб экономики не сырьевой. И как раз корпорация развития Якутии является тем институтом развития, который должна вкладывать правильно вот эти ресурсы, вот эти деньги, которые мы получаем от добывающего сектора, чтобы обеспечить взрывной рост вот этого несырьевого сектора. Вот когда мы с вами обсуждали, Татьяна, почему на Дальнем Востоке так мало ЦОДов? Но как мы знаем, что ЦОДы обычно строятся там, где мировые центры терминации трафика. Кроме этого, знаем, что Якутия от них достаточно далеко. Помимо этого, у нас даже, например, в регион оптика пришла только 7 лет назад. До этого у нас магистральный канал связи был просто по радиорелейной линии, по радиорелейке от Якутска до Хабаровска. Кроме этого, у нас достаточно такой резкоконтинентальный климат, когда зимой может быть минус 50, летом плюс 40. Как мы знаем, что в таких условиях эксплуатировать ЦОДы достаточно дорого. Кроме того, долгое время тормозом была дорогая электроэнергия. У нас есть места, где есть избыток электрической энергии, например, Западный энергорайон, там у нас дешевая генерация на ГЭС, но у нас есть такая проблема, как котловой тариф. То есть на севере очень дорого, там может быть себестоимость даже под 40 рублей за киловатт-час, на Западе дешево, рубль за киловатт-час, но при этом смешивают, такая средняя температура по больнице, в итоге выходила очень дорого. Сейчас благодаря российскому правительству у нас есть субсидии, но тоже никто не знает, как долго они будут длиться. При этом, несмотря на все это, мы видим, что Якутия там в горизонте 10, 15, 20 лет станет на такой меккой для ЦОДов, потому что у нас на самом деле огромный потенциал с точки зрения альтернативной энергетики. У нас по уровню инсоляции Якутия на самом деле равна Краснодарскому краю. У нас огромный потенциал с точки зрения гидроэнергетики. У нас гидропотенциал около 90 гигаватт в республике. И при этом сегодня у нас есть один проект коммерческого ЦОДа, в который инвестирует наша корпорация, инвестирует компания «Мерлион». Мы совместно с нашим правительством, с Министерством инфокоммуникационных технологий, вот наш министр присутствует, Анатолий Скалонович, будем строить в Якутии первый такой ЦОД. Но я хотел бы еще подчеркнуть, что наша стратегия Якутии заключается еще в том, чтобы через определенное время стать лидером по развитию человеческого капитала, по развитию компетенций. Поэтому мы на самом деле делаем большую ставку на компетенции, и поэтому мы даже заинтересованы не сколько в физической инфраструктуре, а сколько в тех высокоуровневых сервисах, которые можно оказывать, не владея этой инфраструктурой. То есть я сейчас говорю о так называемых управляемых сервисах, managed services. Есть такой сегмент рынка, называется managed service providers, провайдеры управляемых сервисов. Этот сегмент очень быстро растет в Азии, он очень развит в США. В Азии он только растет, потому что в Азии есть большое количество корпораций, которые нуждаются как раз в цифровой трансформации. Что такое, если говорить очень по-простому, цифровая трансформация? Это, по сути, миграция из наследуемой IT-инфраструктуры, с Legacy IT в облако. Вот сейчас коллеги говорили про Hyundai, про автомобильную промышленность. Почему вот эти компании, они нуждаются в миграции в облака? Потому что, по сути, раньше там Hyundai, у них были классные хардверные инженеры, которые делали машины, но сегодня машины мы знаем, что это компьютер, у которого есть своя операционная система, которую нужно обновлять. Обновляется это все из облака. То есть, по сути, Hyundai должны сами стать облачным оператором. То же самое вот телевизор. Телевизор раньше просто был железкой, сейчас это тоже компьютер, у него есть там Smart TV, который тоже нужно обновлять периодически из облака. То есть практически сегодня очень много компаний, которые нуждаются в том, чтобы стать облачными операторами. При этом вот гигантские провайдеры ЦОДов, такие как Google, Amazon, да, и другие, они занимаются развитием своих основных сервисов, но у них нет времени, чтобы консультировать эти компании, у которых не хватает софтверной культуры, чтобы быстро мигрировать в облака. И вот этот гэп как раз-таки заполняет вот эти вот managed service providers, которые оказывают эти услуги поддержки и помогают корпорациям мигрировать в облака. Мы с такими компаниями вели диалог, потому что им Якутск, как ни странно, интересен с точки зрения талантов. Потому что у нас в Якутии сегодня это 70% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. У нас выросло в регионе за эти 7 лет, пока пришла оптика, две компании единорога, у которых выручка там $500 миллионов в год. Это компания, которая занимается там такси Северс, у нас второй в России после Uber и InDriver. У нас есть компания, которая играми занимается, и около сотни компаний, которые вот растут. У нас крупнейший на Дальнем Востоке IT-парк. И поэтому для этих компаний очень интересен Якутск с точки зрения талантов. Потому что Якутск, во-первых, это 4 часа до Сеула, это 1 часовой поезд там, с крупнейшими азиатскими мегаполисами. И мы вот общались с компанией Bespin Global. Они вот крупнейшие в Азии сейчас провайдеры облачных услуг, именно вот управляемых сервисов. Они в свое время, у них была другая компания, они именно владели дата-центрами, оказывали эти услуги, и у них основная база находилась, как ни странно, в Болгарии. То есть они как раз говорят, что у нас есть компетенции, как в таких вот вроде как на неразвитых рынках развивать таланты, развивать компетенции. Но при этом
нам все еще тяжело с ними конкурировать, потому что, да, у нас команда стоит дешевле, и труд стоит дешевле, чем в Корее, но при этом, например, Китай предлагает всем другие условия. Китай говорит им, вот офис бесплатно, аренда бесплатна, и кроме того, Китай оплачивает половину заработной платы их сотрудников. То есть в этом плане нам, конечно, это долгий путь, мы будем работать. То есть сейчас вот мы в эту компанию отправляем уже из Якутии 5 человек, которые будут у них там учиться, которые впоследствии, возможно, откроют в офис в Якутске. Но при этом мы понимаем, что у нас вот вообще политика и в Министерстве информационных технологий, и вообще в правительстве, что нам очень важно свои компетенции, свои компании растить. То есть у нас уже есть опыт, как наши якутские компании на весь мир могут оказывать услуги, поэтому мы будем поддерживать те компании, которые в Якутске будут оказывать вот эти вот как раз-таки управляемые услуги. Потому что понятно, что Якутия с точки зрения хранения обработки данных это маленький рынок, у нас всего 1 миллион человек. Но мы готовы делать так, чтобы якутские компании оказывали такие услуги не только вот российским корпорациям, но в том числе зарубежным. То есть вот такая наставка. Спасибо большое. Упомянули о операторах, провайдерах управляемых сервисов, и сразу я подумала про Orange. Во-первых, компания Orange предоставляет услуги управляемых сервисов, это раз. И во-вторых, я знаю, что у Orange достаточно сильное присутствие в регионе, на Дальнем Востоке. Расскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, вот, да, это наш core business, да, управляемые услуги. Это что мы делаем, то есть это multi-cloud integration. На этом мы завершаем прямую трансляцию Восточного экономического форума во Владивостоке. Напомню, что в эти минуты делегация, в том числе и из Якутии, обсудили новые возможности для сотрудничества между Дальним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом.